Человек, который всегда на высоте, простой романтик с любовью к природе. В Музее истории прошел вечер, посвященный 60-летию альпиниста с мировым именем Казбека Хамицаева. Он 3 раза покорил высочайший пик Европы и 13 раз самую высокую гору Северной Осетии – Казбек. Также на счету Казбека восхождение на Аконгагуа, Макинли, Килиманджаро. На каждой из них скалолазы водружали флаг с символом Олимпиады в Сочи 2014. Я уже более 46 лет в горах. Я думал, что, как и все обычно, но пока в институте учусь, похожу по вершинам, возле костра, попою тоже с гитарой там, а дальше с места костра примус и так далее. Но чем дальше, тем больше втягивался. Под руководством Казбека Хамицаева в 1995 году была совершена первая североостинская гималайская экспедиция, участники которой взошли на высшую точку планеты – гору Джомолунгма. Восхождение было посвящено 50-летию победы в Великой Отечественной войне. В этом году планируется очередная экспедиция в Гималаи, которую приурочат к 75-летию Великой Победы. Я когда вышел с 40 метров, нас вдруг все ровно, вот такой монотонный такой участок, метров 90 осталось. Вот. И смотрю, там уже это отметка Эверест. Я понял, что это был результатом 40-летнего продвижения к вершине Джомолунгмы. Казбек Хамицаев – председатель Федерации альпинизма Северной Осетии и посол зимней Олимпиады Сочи 2014. Он известен в спортивных кругах как «Снежный барс» – особое звание в высотном альпинизме, которое присваивается за покорение всех семитысячников бывшего Советского Союза. Сотрудники Музея истории к юбилею подарили покорителю гор оригинальный рюкзак. Гости просили рассказать альпиниста о своих путешествиях, ведь его жизнь интереснее любой самой познавательной книги. Сегодня молодые люди, любящие свободу и высоту, участвуют в экспедициях разной сложности, возрождают клубы альпинизма. И можно с уверенностью сказать, Осетия еще не раз покорит все самые крутые вершины. Ирина Забаева, Елена Гаглоева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.